видеть каждый год. Вот застыл на водной глади, не прогулки вольной ради, лебедь шею изогнул, и к воде приближив клюв. Там в глуби добыча бьется, лебедь к берегу плывет, где его подруга ждет. Он лебедушке добычу носит гордо и привычно. Снова их весна идет, средь таинственных забот. На крыло поднять потомство даже парует непросто. Будет много трудных дней в жизни славных лебедей. Но ничем и это счастье выводить птенцов с участием и с заботою отца выйдем вместе до конца. На другом краю озерном, там, где берег необзорный, возле скромного гнезда, где лебедушка жила, плачет тихая подруга, нет, как нет родного друга, застрелил его злодей при полете лебедей. И лебедушка страдает, как же быть, она не знает, только там, где есть отцы, появляются птенцы. И она кричит надрывно, грустным голосом призывный, ведь одной не в силах ей вывести из своих детей. Плач услышал лебединый, хитрый лебедь, путь не длинный, над водою пролетел, у гнезда несчастной сел. Думал, скоро воротится, но бывает, что и птица может, как и прочие корят, чувство меры потерять. Небо ярко голубело, миг неделя пролетела, вдруг он слышит вихрь дней, зол лебедушки твоей. Отрезав от мысли скверной, он летит по друге верной, осознал, что лишь она для семьи ему нужна. Выдержавши птичий слов, передам их диалог. Где ж летаешь ты, гуляка, вспомни, что ты пел до брака, друга верности забыл, с кем ты время проводил. Виноват, прости, родная, как случилось, сам не знаю, только твердо понял я, ты одна, любовь моя. И лебедушка простила, ведь любовь большая сила. Но ради грустных глаз покидал гнездо не раз. Всем известно среди людей много чутких лебедей. Наш налево не ходил, Бог бедняжку осудил. Вот такое. Мы все такие лебеди бывали. Но спасибо вам большое. Так что, да? Еще минута есть. А? Еще минута есть. Минута? Да, еще до стрельни. Что скажу? За минуту вот что я что скажу сюда. Где уже у меня? Никогда не думал писать роман. Знаете? Никогда. И вот 20 с лишним лет тому назад остался на даче, спать, где-то было в октябре месяце, наверное, и вижу, вижу сон, что я лежу в гробу, и ко мне приходят дети, жена, все знакомые и незнакомые, и один такой тоже писатель, который мне был много раз против, чтобы меня приняли своих писателей. У меня уже 4 книги было. Вот. И подошел тоже к гробу и говорит: ой, Шукин год уходит, а мы пока остаемся, так сказал. И я крикнул, вижу себя откуда-то со стороны, и крикнул, я говорю: кто тебя сюда просил? И на это проснулся, на крик. И потом я не мог уже спать. 4 часа утра
темно, холодно, печку затопил. И вот потом после этого никак не могу, может быть, не могу этот сон забыть. Вася, наверное, помнит, в журнале печатали, да? Из-за этого меня, можно сказать, опять вызывали туда стружку снимать, что ли. Вот. И все равно вот никак не могу забыть. Кто-то мне говорит, давай пиши об этом. И я написал, называется «Вся жизнь и 40 дней». Это я со своим ангелом, Колей, летаю над этой грешной землей 40 дней. Вот. И все, что было со мной и с другими, вот я это написал. И все действующие лица подлинные люди. Ни одной фамилии не сменил. И даже мне угрожали, что тебя под суд отдадут. На коме, да? На коме. Да, на коме. Посадят, мол, тебя. Я говорю, знаете, я лучше застрелюсь, чем сидеть. И написал вот этот роман за 40 ночей. Это такое бывает или нет? Но не каждую ночь, конечно, но за 40 ночей. И вот вместо плана у меня день первый, день второй, день третий. И так 40 ночей вылетаем со своим ангелом. И кончил я тем, что, да, у меня ведь черт тоже был, да? С ангелом вылетаем, а черта я увидел уже у могилы своей. Вот. И меня сдали черту, и черт меня завел в ад. И вот я должен сделать, но пишу, но ничего не знаю, будущего нет. Я попадаю в ад, потом многих людей там я вижу, которые в ад попали. Вот. Но посмотрят, у меня грехов немножко не хватает, и говорят, надо его отпустить в рай. А если бы я написал сразу, что я сразу попал в ад, в рай, то мне бы сказали, ох и бахвал уже, все, да? Да. И хорошо, что я пройду через ад, потом попадаю в рай. Тебе надо эту книжку архиепископу подарить. Архиепископу эту книжку надо подарить. Пусть он тебя благословит. Архиепископу Петериму Я ему Волочкову. подарил уже. Да, он уже. Так. Он говорит, я умею читать на том языке. И вот, знаете, оказывается... Уже все, время. Да, давай, Давайте поприветствуем нашего